Собрание в штаб-квартире Всероссийского общества началось с открытия фотовыставки знаменитого заказника «Позарым», который, кстати, имеет статус федерального и особо охраняемого. Лучшие снимки собирали профессионалы, научные экспедиции, любители и фотоловушки. Наверное, жизни не хватит, чтобы изучить и исследовать нашу великую страну. Ну а «Позарым» – это одна из точек, я считаю, роста как туризма, как познавания. И нисколько не умаляю того тренда, о котором мы говорим, это и есть национальная идея. За 5 лет в Позарыме появились инфраструктура, полевые научные стационары. Результатом такого внимания к заповедной территории стали постоянные туристические и научные экспедиции по маршруту Душа-Саян, озеро Позарым. В августе этого года мы планируем с вами снова очередную экспедицию Русского географического общества на территорию заказника Позарым. Поэтому всех, кто смелый и не боится, мы приглашаем с собой. Создание проекта «Позарым» стало своего рода толчком к развитию особо охраняемых территорий. Учитывая, что в республике, в том числе и в заказнике, обитают редкие виды животных, например, исчезающий снежный барс. Хочется сохранять, хочется приумножать, хочется вернуть и долги. Очень много природы отняли, настроили очень грандиозных объектов, даже в той же нашей республике. И за этим всегда стояла ущемление природы. Сегодня хочется вернуть и долги, и надо возвращать. Департамент регионального развития Республика Хакасия сейчас самый большой и самый крупный субъект Российской Федерации. Пускай мне кто-нибудь попытается поправить, но огромное количество мероприятий, материалов, направлений деятельности, просто огромное количество. Именно такой опыт работы и построения туристических маршрутов, как в Хакасии, хотят перенять регионы, которые вместе будут создавать шелковый путь. Об этом на днях говорили на форуме в Башкирии. На развитие заказника республика, в свою очередь, конечно, не останавливается и готовится принять новую экспедицию РГО и Российской академии наук «Тайны древних художников Сибири». Мы будем раскапывать 2 кургана уникального могильника Итколь-2, который уже принес замечательные результаты, о них было рассказано во всей прессе, в том числе и в зарубежной. Напомнил глава Хакасии про музей-гигант. В этом году он заработает в полную мощность и пригласил всех на международный форум «Сибирь-Ил», который стартует через несколько дней.